Здравствуйте, на ТНВ новости Татарстана, в студии Лисан Сабирова и коротко о главном. Она спасала жизни в питерском метро. Человеческое есть в каждом человеке. То есть это элементарное сострадание к другим людям. О героине нашего времени в нашем репортаже. Дом на выдаче. Техническая подготовка. В мой дом будет. Все нормально. Самый большой дом Свеи готов к сдаче, когда жильцы получат ключи. У Альбины Минибаевой. Кама пошла, а челны поплыли. О последствиях первого ледохода. Адель Кламиц. Наливая, расширяй. Площади для того, чтобы реализовать лотовую продукцию, должны быть не менее 50 квадратных метров. Почему рюмочные вне закона, а к барным требования все строже, узнавал Рамиль Шайдуллин. Нет террору, нас не запугать. Под таким лозунгом сегодня в стране идут антитеррористические митинги. Сказать свое слово вышли жители городов Татарстана. Напомним, в минувший понедельник в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. Погибли 14 человек и более 60 пострадали. Сегодня поступило сообщение и о взрыве в Ростове-на-Дону. Здесь жертв нет, но есть пострадавшие. Тревога среди населения очень высока. И каждый подозрительный предмет сейчас воспринимается с повышенной степенью опасения. Так, в Казани сотрудники гостиницы сегодня вызвали спецслужбы, обнаружив в одном из помещений металлическую банку с проводами. Все гости, это около 60 человек, были незамедлительно эвакуированы. Приехавшие спасатели установили, что причиной тревоги стала банка из-под газировки. Человек, естественно, был найден по результатам проведенного осмотра. Вместе с специальными службами, такими как с кинологической собакой, было выявлено, что данный объект является муляжом. Но здесь, как говорится, лучше 100 раз подстраховаться, чем один раз не доглядеть. 5000 человек сегодня вышли на митинг, чтобы ответить тем, кто сеет смерть и разрушение. К ним присоединился и Дмитрий Аринин. Объединились различные общественные организации по всей стране. В Казани местном встрече людей, готовы сказать «нет» террору, стала Кремлевская набережная. Сюда, по данным МВД, пришли 5000 человек. Собравшиеся почтили память погибших в Санкт-Петербурге минутой молчания. На одной сцене встретились представители различных политических партий, общественных организаций и духовенства. Все говорили слова сочувствия петербуржцам и неприятия террористам. Мы должны быть едины, сплочены и бдительны. К Богу дорога не через кровь и слезы, не через беду, не через гибель, а только через добрые дела. Через мир и согласие. Мы, люди разных национальностей и вероисповеданий, должны искать в друг друге то, что нас объединяет. А нас объединяет многое. Мы живем на одной земле. Мы все хотим жить в спокойствии и мире. Еще все неоднократно повторяли, что только от мира и согласия в обществе зависит успешное будущее страны. Эта акция, которая на данный момент проводится, это возможность доказать, что наша страна едина перед этой угрозой, и мы не боимся. Всегда плохо, когда страдают гражданские люди. И хотелось бы сказать, что оно не нужно, оно никому не нужно, нужен всем только мир. Так просто не должно быть никогда. И такие митинги сегодня прошли в нескольких городах Татарстана. Тем самым прошедшие митинги показали наглядный ответ террористам, что запугать и разобщить граждан России у них не получится. Дмитрий Аринин, Андрей Сантальцев, ТНВ. Во время теракта в Питере она не испугалась и пришла на помощь. Сегодня Евгении Красновой, 18-летней выпускнице Аксубаевского лицея, активисту «Молодой гвардии», присвоили звание «Герой нашего времени». Девушка оказалась в метро во время взрыва и, не думая о себе, бросилась оказывать первую помощь пострадавшим. О тяжелых воспоминаниях и о том, что поступить по-другому просто не могла. В сюжете Альбины Слугараевой. Тревожный взгляд, дрожь в руках. Она как будто бы робеет, к такому вниманию не привыкла. Признается, теперь она не спит по ночам. В метро, говорит, сядет еще не скоро. В Казани Евгения вернулась только сегодня. Здесь ее встретили друзья из «Молодой гвардии». Некоторые молодые люди, к сожалению, стояли и равнодушно просто снимали происходящее событие на мобильный телефон. А хрупкая юная девушка не растерялась
и, соответственно, показала те качества, которые, наверное, должен обладать каждый патриот нашей страны. Сама девушка тот день вспоминает с ужасом. Она вместе с друзьями спустилась в метро, увидела прибывший развороченный взрывом вагон и бросилась оказывать первую помощь. Единственное, что я помню, что я положила ему под голову шарф. И хотела наложить жгут. Наложила, но я его убрала потом, потому что он не нужен там был. Это было не такое открытое ранение. Евгения ведет активную общественную деятельность в Аксубаевском районе. Ранее возглавляла местное отделение молодой гвардии. Хрупкая девушка не просто патриот, она настоящий герой нашего времени. Такое звание ей и присвоили сегодня. Сейчас девушка думает о том, куда пойти учиться, и не исключает, что ее будущая профессия – врач или спасатель. Альбина Солгараева, Елизавета Пастухова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Сейчас на особом контроле не только наземные и подземные, но и воздушные пути. О ввозимом из-за рубежа товаре теперь придется предупреждать заблаговременно. В силу вступили новые правила в работе таможни. Александра Севастьянова о новых требованиях безопасности. Предупрежден, значит вооружен. Принципом теперь будут руководствоваться таможенники аэропорта. Не ранее, чем за месяц, не позже, чем за 2 часа до прибытия товара. Перевозчик обязан предоставить подробную информацию о нем через интернет. У таможенных органов есть как минимум 2 часа до прибытия воздушного судна, чтобы определиться о том, какое количество и какой характер грузов имеется на борту, и уже заранее подготовиться и применить какие-либо формы таможенного контроля. То есть, если товар сомнительный, без лишних вопросов могут изъять или отправить на склад. Такой принцип сильно упростит и ускорит работу таможни. А коррупцию поможет избежать благодаря электронной форме учета. Удобно и перевозчику. Авиакомпания заранее будет знать, какой именно груз на борту и каким образом он будет оформлен в пункте назначения. Технология предварительного информирования очень удобна авиакомпаниям, так как это позволяет авиакомпании экономить время на оформлении прибывающих грузов, а также сокращать финансовые расходы. Требования распространяются на коммерческий груз. Перевозка багажа обычных пассажиров не изменится. Принцип работы уже тестировали весь прошлый год в аэропортах Москвы. Эксперимент признали успешным. Александр Севастьянов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Еще одно уголовное дело завели на Роберта Мусина. Следователи выявили в деле бывшего главы Татфонбанка новый эпизод. По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица, осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии в декабре прошлого года, незаконно вывели залоговое имущество компании «Урман», которое было предоставлено в счет кредитов Татфонбанка. Общая сумма выведенных средств более 847 миллионов рублей. По данному факту Следственный орган Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении Мусина возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Проблемы обманутых дольщиков теперь решает специальная постоянная комиссия. Она создана по поручению президента Татарстана и работает над завершением строительства проблемных домов. В том числе занимается поиском средств. Возглавил комиссию исполняющий обязанности премьер-министра республики Алексей Песошин. На сегодня достроен дом на Чистопольской, 71А. А больше 400 жильцов 5-го дома ЖК «Акварель» вот-вот получат ключи от своих квартир. Уже готов к сдаче дом застройщика «Сфей» по улице Адарадского. Жильцы ждут ключи от своих квартир не первый год. И сегодня они встретились с представительством застройщика и мэром города. Альбина Минибаева о том, когда начнут раздавать ключи. Мы когда будем принимать квартиры, и здесь будем подписывать акты, чтобы не все не бегали. Дом Свея на Адарадского на финишной прямой. Жильцы обсуждают, как они будут получать свои ключи. Вопросы о дате окончания строительства теперь забыты. Дольщикам назвали точный месяц, когда они смогут увидеть свои квартиры. Окончательная там техническая подготовка. Вот. В мае дом будет. Все нормально. В ожидании, наверное? Ну, в ожидании, да. Долго ждем. Мы 5 лет. Как сообщает мэрия Казани, санатором дома стал Тимирбанк. Объект был проблемным. Пока дом строился, руководство Свея успели арестовать. Проверки Госстройнадзора здесь проводились с завидной периодичностью. Для нас, конечно, это было тяжело ходить и предъявлять. Но с другой стороны, если так долго проверяли, будем считать, что тут все-таки очень надежно будет для жильцов, для дальнейшей жизни. Мелкий строительный мусор, его еще предстоит убрать. Рядом тяжелая строительная техника. Она тоже здесь припаркована до понедельника. Застройщику необходимо сдать технический план дома, чтобы получить разрешение на ввод здания. Дальше уже жильцы смогут получить свои ключи и оценить вид из своих квартир. Документы на получение разрешения в эксплуатацию сданы, поданы.
На днях будет само разрешение. С 2002 года дом в очередности нет. Вот вся проблема. Это уже дольщики дома на Достоевского, тоже объект СВЕ. К новостройке они пришли, чтобы услышать о своем доме. Люди ждут своего жилья 15 лет. Должна пройти экспертиза, чтобы дом поставили в очередность. Исполком отвечает: документы поданы. Очень долго у нас вопрос стоял, что нет документации, поэтому нас постоянно отодвигали. Вот, что у нас как бы не будет каких-то документальных проблем. И, естественно, поднимали вопрос, на какие средства будет достраиваться наш дом. Эти жильцы тоже ждут наступления мая. Весной они, возможно, услышат долгожданную новость. Их дом будет первым в очереди на строительство. Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Резкое потепление идет в Татарстан. Уже завтра синоптики обещают +9, а к выходным и вовсе 13. В Нижнекамске лед тронулся, здесь пошла кама. И сегодня пристань стала самым популярным местом для горожан. Адель Коломеец о том, где еще ждать ледоход. А зачем льдинки, пап? Льдинки зачем? Ну это вода же замерзшая. Так красиво зима передает бразды правления в весне. Понаблюдать за ледоходом в Нижнекамске на пристань сегодня весь день приходят люди. Одни просто любуются, а другие искренне верят. Вместе с глыбами льда уплывают все невзгоды. Надо ходить. Живя у реки, надо вот подпитываться энергией реки. Я сама водный знак. Это моя стихия. Для кого чудо, а вот для МЧС самое время быть начеку. Река пока открылась не полностью. Большая часть льда скопилась на повороте и образовала затор. А уровень воды повысился, но ситуация под контролем. На территории Нижнекамского муниципального района чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, не зарегистрировано. Сегодня ночью основная фаза ледохода прошла, то есть днем уже наблюдается чистая вода. Поплыли и набережные Челны. Видео в нашу редакцию сегодня прислали автовладельцы в 36-м комплексе на Нариманово. На дорогах реки, и говорят, так по всему городу. Но это не последствия паводка. Снег растаял. А вот на юге Татарстана, в Нурлате, и намека на весну нет, но к паводку здесь готовятся заблаговременно. В Бурметьевском сельском поселении тракторы расчищают огромные сугробы. Обилие снега несет угрозу. Вода поступает в погреб. Много раз наблюдали сильное половодье. Надеемся, в этом году все обойдется. Думаю, что половодье будет сильным. Снега ведь очень много. Большая вода с полей доходит до нашего двора. А река Черемшан, когда выходит из берегов, делит деревню Урняк надвое. Разливаясь, перекрывает и мост, который соединяет с соседним Бурметьево. Потому снег отсюда в апреле стараются вывести по максимуму. В ближайшую неделю лед тронется везде. Синоптики обещают к выходным потепление до +13 градусов. Адель Коломеец, Регина Сулейманова, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамск, набережные Челны, Нурлатский район. Это новости Татарстана, и смотрите далее в выпуске. Тысячи фотографий героев. Слава Богу, вот это придумали бессмертный полк, чтобы люди не забывали. Как альметьевцы готовятся к памятному шествию, увидела Александра Севастьянова. Театральные эксперименты. Телевизионный формат требует другой игры. Удастся ли Камаловскому театру установить прямой телемост США в сюжете Сергея Хайдарова? Сегодня рабочий день Рустама Минниханова прошел в Москве и под знаком инноваций. Президент Татарстана посетил агентство стратегических инициатив, а также в качестве председателя Совета Ассоциации инновационных регионов России провел встречу с коллегами-губернаторами. О чем конкретно шла речь, по телефону нам сообщит собственный корреспондент ТНВ в Москве Дина Газалеева. С 8 утра стартовала деловая активность татарстанцев в Москве сегодня. Первый пункт – агентство стратегических инициатив. Рустам Минниханов и Светлана Чупшева обсудили проект «Фабрика предпринимательства», который реализуется в Татарстане. Его цель – образовательные проекты для людей, желающих открыть свое дело, начинающих предпринимателей, студентов, людей предпенсионного возраста. Одной из особенностей программы является наличие наставников, успешных, действующих бизнесменов. Проект татарстанский. Планируется, что с помощью ОСИ его будут тиражировать по другим субъектам. О том же, каким путем будет развиваться деятельность уже Ассоциации инновационных регионов России, которую возглавляет президент республики, зашла речь сегодня позже уже на деловом завтраке в центре Москвы. Его участниками стали губернаторы регионов, их 14, входящих в ассоциацию. К слову, Татарстан, Башкирия, Алтайский край, Тюменская область, Ульяновская, еще 9 субъектов производят более 1/4 от всего валового регионального продукта страны. Сегодня руководители самых сильных регионов обсудили стратегию действия, а именно направление поддержки 11 территориальных инновационных кластеров,
кластеров в разных концах России. Они были отобраны Министерством экономического развития. Также сегодня зашла речь о критериях оценки эффективности региональных управленческих команд. Систему критериев предложили сегодня к рассмотрению в администрации президента страны. И как решили в ходе разговора, все эти направления и дальше будут прорабатываться Ассоциацией инновационных регионов АИР. Дина Газалиева, ТНВ, Москва. Бессмертный полк готовится к параду Победы. Фотографии своих близких, героев Великой Отечественной войны, намерены пронести тысячи альметьевцев. В городе уже развернули целое волонтерское движение, чтобы подготовиться к патриотическому шествию. О масштабах Александра Севастьянова. Алло, да, здравствуйте. Патриотическая акция взяла старт в молодежном центре нефтяной столицы. Здесь дружная команда волонтеров, студенты и школьники отвечают на звонки желающих участвовать, систематизируют списки, продумывают, как будут встречать гостей. Оповещаем людей заранее о том, что 9 мая пройдет такая большая всероссийская акция «Бессмертный полк». Даем рекомендации по оформлению штандартов. Мы хотим просто сказать спасибо всем ветеранам за то, что они воевали за нас, они не сдались, хоть у врагов было и преимущество, они все равно прошли эту войну. С первых дней акция получила активную поддержку среди населения, особенно у ветеранов. Они радости не скрывают, гордятся, что молодежь изучает историю, помнит о великом сражении. Да и сами готовы всегда помочь, делятся с волонтерами самым ценным – воспоминаниями о событиях 70-летней давности. Здесь и зенитчица Белорусского фронта Фатима Яхина, и ветеран тыла Галия Валиева. Ходила по землянкам, читала сводки СОВ и информбюро, как агитатор. Ну, тут выбегает из землянки радистка Аня и кричит: Фатима, война кончилась. И мы начали с них кричать, там: ребята, война кончилась, война кончилась. Слава Богу, вот это придумали бессмертный полк, чтобы люди не забывали, не только дети, и другие люди не забывали, за что воевали наши родители, деды, прадеды. Бессмертный полк в этом году в Альметьевске пройдет в 3-й раз. В 2016-м по улицам нефтяной столицы фотографии своих родственников-героев несли 5000 человек. В 2017-м обещают, их будет больше. Александр Севастьянов, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Альметьевск. Пошли под топор. В набережных Челнах массово вырубают многолетние тополя. У жильцов паника. Теперь вместо привычной лесопосадки – пеньки. Альбина Минибаева о том, почему решили зачистить город от деревьев. Деревья уж надо по-любому спиливать. И зачем? Чем они мешают вот здесь на дороге? Вместо деревьев теперь на территории 3-й поликлиники Челнов одни пни. Насаждения спилили накануне. Это решение самого медучреждения. Горзеленхоз только выполнил. Через одного можно было хотя бы. У нас и так по городу деревьев мало осталось. Постоянно вырубка у нас идет. Сегодня же рабочие приступили к срубу деревьев в лесу. За несколько часов появилось 10 пеньков. Территорию очистили от сухостоя. Отлетает от ствола следы короедов, следы короедов. И они, если вовремя не срубить, они переносятся на другие деревья. По этой причине и лишается город насаждений. Под срубку попадают и так называемые неудобные деревья. Те, что очень близко находятся к окнам многоэтажек. Деревья мы отдельно рассматриваем на комиссии по сохранности и восстановлению зеленых насаждений, которая заседает 1 раз в неделю. И каждое дерево мы пропускаем через увеличительное стекло. Не просто так вырубается. С начала этого года в набережных Челнах было срублено около 700 деревьев. Но бывшие деревья тоже помогут благоустроить город. А как потеплеет на проспектах и улицах города, будут посажены молодые саженцы. Альбина Минибаева, Ксения Антонова, Алексей Иванов, ТНВ, Набережные Челны. Кафе и бары расширяются вынужденно. В республике вступил в силу закон, регулирующий работу питейных заведений. Так, если бар или кафе меньше 50 квадратных метров, алкоголь он больше не продаст. Площадь не та. Только в Казани из-за этого уже закрылось около 80 точек. Но почему некоторым рюмочным закон не писан, узнавал Рамиль Шайдуллин. Этот магазин узнаваем всем районам. О баре 24/7 местные знают как о питейной. С утра до вечера в продаже соки и чипсы, пиво и водка. Вот этот магазин 24 часа только, по-моему, туда бегают. В таких местах можно и купить, и выпить, и закусить. Что называется, сообразить на троих, ведь больше за столом и не вместится. В помещении 3×4 и магазин, и рюмочная. Этой площади мало. Сейчас даже по закону. Площади для того, чтобы реализовать алкогольную продукцию, должны быть не менее 50 квадратных метров. Общей площади, занимаемой этим
объектам. Границы сместились после изменений в законе номер 10. Так, алкоголь теперь перебирается в магазины и общепиты. Остается в крупных ресторанах, кафе и барах, иначе отзыв лицензии. Не над одним законом мы так долго, наверное, не работали коллективно, по крайней мере, в этом созыве, в нашем комитете, как вот над этими изменениями, потому что они затрагивают очень большое количество предпринимателей. Закон в действии с 1 апреля, но бары доработают до окончания лицензии. У кого-то она на год, а у кого-то и на 5. Поэтому они вновь распахивают двери. Предусмотрительно проверку магазины проводят до вступления правок в силу. По словам продавца, у них прошла в конце марта, теперь работать не страшно. По-моему, неделю или на той неделе, или неделю назад. Остальные магазины переедут или расширят свои границы, но и перемещаться придется в видное место. Теперь вне закона открываться во дворах, зато можно на заправках. Под требования уже подстроились порядка 80 точек только по Казани, или закрылись, или сменили профиль. Рамиль Шайдуллин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Камаловцы экспериментируют. Завтра на сцене они поставят телевизионное ток-шоу. Зрители приглашают на премьеру пьесы «Мой белый колфак». Это новая работа режиссера Фарида Бекчантаева. Впервые на театральной сцене разыграно телевизионное ток-шоу. Для чего Камаловскому театру прямой телемост США, узнал Сергей Хайдаров. Свет, камера, мотор. Впервые за всю историю сцена Камаловского театра превратилась в телестудию. Посетив Камаловский театр, зритель сможет не только получить эмоции, но и увидеть что-то по-настоящему новое. В пьесе «Мой белый колфак» будет разыграно самое настоящее ток-шоу. Подобный формат впервые используется не только в Татарстане, но и в России. Пьеса Ильдара Юзеева «Мой белый колфак» написана в конце 80-х. В основе сюжета вымышленный первый телемост между татарами СССР и США. Ведущими таких телемостов были Фил Донахью и Владимир Познер. Сегодня, спустя 30 лет, поднятая автором тема актуальна как никогда. Проблемы языка татарского, это проблемы культуры, возвращение к корням, возвращение к религии. Какие-то объединяющие темы, которые объединяют и молодежь, которых там очень много ходит, и людей старшего поколения, те, которые помнят СССР, грубо говоря, те, которые не помнят СССР. Сегодня актеров в режиме онлайн снимают сразу несколько камер. Здесь их лица каждую секунду появляются на экранах по всей сцене. Эта постановка сложная не только в техническом плане. Телевизионный формат требует другой игры совсем. Необычайной игры. Премьера пьесы «Мой белый колфак» состоится уже 7 апреля. Сергей Хайдаров, Марат Саидгараев, ТНВ «Казань». Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Отвлекся и на треть уменьшил ширину своей машины. Все подробности через несколько минут. Далее выпуски спорта и прогноз погоды. До свидания. Иногда ипотека бывает неподъемной. Мы снизили для вас процентную ставку. Ипотека всего от 8% в новом жилом комплексе «Садовое кольцо». Акташ Инвест. Доверьтесь нашему опыту. Продадим любой ценой. Ограниченная партия автомобилей Nissan с максимальными скидками. Узнайте подробности в автоцентре «Марка». Звоните 4 пятерки 3 единицы. Уверенность в своем здоровье – ключ к долгой и счастливой жизни. Весеннее снижение цен в Поволжском центре онкодиагностики. 590-03-03. Вы бы видели, сколько бабули вкусного из пятерочки привезла. Вы бы видели, сколько там еще осталось. Ого! Рис «Мистраль» в ассортименте 500 граммов по 49 рублей. Пятерочка выручает! Мобильная связь «Летай» для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. С 5 по 9 апреля всероссийская ярмарка в Казани. Павильон у Татнефть-арены. 100 тысяч подарков. Весь апрель Мебельград дарит подарки каждому покупателю. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене.
Урамда яз, күңелдән наз, филармониядә Болгар радиосы концерты. Сез яраткан җырлар, сез яраткан җырчылар, танылган юмор сталары һәм музыкантлар. 19 апрель. Филармония. Болгар радиосы концерты. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Игроки казанского Акбарса Эмиль Гарипов и Владимир Ткачев вызваны в состав Олимпийской сборной России. Наша дружина отправилась на матчи Еврочелленджа против команды Франции. Сегодня сборная страны собралась в учебно-тренировочном центре Новогорск, где продолжит подготовку к будущим матчам. 12 апреля команда отправится в Челябинск. Там россияне 13 и 15 марта проведут 2 матча Еврочелленджа против сборной Франции. Если Ткачев на последних Евротурах часто вызывался в стан сборной, то для Эмиля Гарипова это неплохой шанс проявить свое мастерство. Кроме них, защитник Акбарса Атте Охтама вызван в национальную сборную команду Финляндии. Иржи Секач сыграет за чешский коллектив. Продолжаем хоккейную тему. Серебро спустя 5 лет. Мамадышские хоккеисты во второй раз приехали с медалями с финальных соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Победителей встретили на железнодорожном вокзале Набережных Челнов. Все спешили поздравить ребят, которые на протяжении 14 дней боролись за звание победителя. Всего один шаг отделил татарстанскую команду от чемпионства. Обыграв всех своих соперников, команда «Олимп» дошла до финала в сочинском турнире, где уступила ребятам из Краснодара со счетом 0-3. Любителям хоккея в предстоящую зиму еще раз придется поболеть за нашу команду. Хоккеистов ждет международный финал «Золотой шайбы». Ожидается, что там примут участие 2-3 команды из России, а также стран СНГ и Китая. Хороший результат для нас, чтобы вот с сельского района, Мамадышского района, вот так вот на России выиграть, взять второе место, это все равно мы очень гордимся нашими ребятами. Казань в ожидании финала российского водного пола. В решающей битве сойдутся 2 наших сильнейших коллектива страны – «Синтез» и волгоградский «Спартак». Обыграв по сумме 2 матчей «Динамо», команда Андрея Белофастова получила путевку в финал. В Казани наши ватерполисты переиграли соперника со счетом 10-9. А в Москве победа досталась по итогам серии пенальти. «Спартак» в 2 матчах без труда переиграл «Штурм-2002». Игры стартуют в бассейне «Оргсинтез». Дебютная встреча состоится 8 апреля в 18:00. Прямую трансляцию смотрите на нашем телеканале. Ответные поединки в Волгограде запланированы на 14, если понадобится, на 15 апреля. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Время новостей о погоде. Весна идет весне дорогу. Теперь можно смело об этом говорить. Спонсор выпуска – санаторий Бакирова. Одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют свое здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить свое здоровье. Хотите почувствовать тепло? Хотите почувствовать заботу? Целебный, комфортный, уютный. Санаторий международного уровня. Пора в Бакирово. А теперь о погоде. Теплый антициклон принес в республику долгожданную весну. По данным Яндекс.Погода, в предстоящие сутки на юго-востоке Татарстана будет облачно, но без осадков. Ночью до 1 градуса мороза, днем же до +5. На северо-востоке тоже тепло и сухо, ночью +1, днем же до 5 градусов выше 0. На севере республики будет облачно с прояснениями и без осадков. Ночью около 0 градусов, днем же до 5 градусов выше 0. На северо-западе облачно, осадки не ожидаются, ночью +1, днем же до 4 градусов тепла. На юго-западе будет облачно, ночью до 1 градуса тепла, днем до +6 градусов. В центральном районе республики тоже пока облачно, но без осадков. Ночью около 0 градусов, днем же до +6. В последующие сутки облаков станет меньше, температура же существенно не изменится.
В предстоящие сутки в Казани ожидается переменная облачность. Ночью будет до 1 градуса тепла, а днем плюс 5 градусов. Ветер южный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 93%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.